На днях делегация Всемирного конгресса татар провела ряд встреч с активистами национальной автономии татар в Донецкой и Луганской народных республиках. Я считаю, эти встречи на земле Донбасса были историческими. Они еще раз доказали, то, что живет и будет всегда жить в сердцах людей, и неразрывно связывать их с Родиной, нельзя уничтожить. Пройдя через тяжелейшие годы потерь, через голод и бомбежки, наши братья сохранили главное – любовь к своему народу и родному языку. Они верят, что в составе России татарский язык, на котором говорил и творил великий Габдулла Тукай, еще больше возродится и окрепнет на Донбассе. Ведь сила нашей страны в ее многонациональном единстве. Репортаж Алины Сулеймановой. Делегации из городов Горловка и Макеевка Донецкой Народной Республики на этой встрече одни из самых многочисленных. В этот день активисты национальной культурной автономии татар ДНР приехали в Донецк для общения с заместителем премьер-министра Татарстана, с председателем Национального совета Милли-Шура Всемирного конгресса татар Василь Шахразиевым. Республика Татарстан не забывает о своих земляках, о своих единоверцах. Когда, знаете, чувствуешь, что ты не одинок, и работать веселее, и жить хочется. Темы для обсуждения диктует сама жизнь. Вопросы сохранения родного татарского языка, национальной культуры и идентичности. Ведь в Донбассе даже на русском говорить-то было опасно, а на своем родном, татарском, практически невозможно. В судьбах этих людей татарский язык был незримой связью с родиной, с ее историей, со страной, с которой на долгие годы пришлось оказаться в разлуке. У нас всегда была надежда. Пусть было тяжело, пусть мы страдали от того, что вот теряем культуру, люди теряют как бы свою идентичность, то есть наши татары, мусульмане, да? Ну, надежда у нас всегда была. То, без чего приходилось жить и даже выживать все эти годы, сегодня в составе российского государства в Донбассе должно возродиться и окрепнуть. Со временем те татарские традиции, татарский язык начал приходить в упадок. Мы хотели наладить связь с Татарстаном, с нашей исторической родиной, чтобы наши дети имели возможность как-то восстановить свои корни. В Донецкой Народной Республике проживает большое количество татар. Когда-то судьба привела их из разных регионов нашей страны. Сегодня каждый из активистов национальной культурной автономии вносит свой вклад в сохранение родного татарского языка. Например, Никип Хаймурзин, заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР, уже много лет тренирует воспитанников детской татарской команды по футболу в Донецке. Когда мы часто будем общаться, мы будем крепче и сильнее. Помогут мечети, помогут ребятам изучить татарский язык. Вместе нужно быть. В подарок представителям национальной культурной автономии гости из Всемирного конгресса татар привезли оргтехнику и книги с произведениями великого Габдуллы Тукая. Это потрясающая встреча, да. Это, тем более на таком уровне, я думаю, будет и продолжение мощное, потому что связь нужна. Мы теперь молодая часть России. Мы это чтим, да. Адия Кудрякова родом из Пензенской области. В детстве училась в татарской гимназии. Сегодня живет в Горловке и возглавляет местный совет женщин-мусульманок. У нас свои традиции, свои обычаи. Хочется возродить, хочется вот молодому поколению передать то, что мы знаем. Очень важно. Очень. Несколько лет назад Адия Кудрякова получила контузию. Но даже Надя, ни она, ни ее супруг не покидали родной Донбасс. Мы знаем, что мы нужны здесь. Муж мой возглавляет мусульманскую общину города. У нас много мусульман, которые входят в общину. И я думаю, что это было бы неправильно, если бы мы бросили. Мы вернулись в свой дом. Мы вернулись в свою Россию. Мы очень помогаем нашим военнослужащим. У меня в Горловке есть 3 группы, которые плетут маскировочные сети. Говорили о поддержке специальной военной операции в этот день и в Луганске, куда сразу после встречи в Донецке отправилась делегация из Республики Татарстан. Сегодня нужна победа, и поэтому над этим все работают. И очень, конечно, приятно, когда вот все как единая мощная сила. Я прошу всех
И в данном случае наша татарская общественность, татарларга деп айтабыз энди, но рядом с нами все народы есть. Верить, созидать, ждать. На встрече в Центре народного творчества представители общественных татарских организаций. В ЛНР проживает более 30 тысяч татар. Это 4-я по численности нация в республике. Сегодняшнее общение участников встречи с председателем Надсовета Милли Шура Всемирного конгресса татар уже не первое. Флюр Карачурин, руководитель татарского культурного центра из Алчевска, вспоминает судьбоносный для Донбасса 2022 год. Взрывы. И вдруг Василий Габдельгаясович приезжает на нашу землю. Понимаете, а перед этим Хаймерс сбили. И вот мы настолько боялись, но то, что мы провели и то, что было, это осталось в сердце каждого татарина нашего города. Я считаю, что та миссия, которую выполняет Всемирный конгресс татар в Казани, это и Тукай весь наш, и Муса Джалиль весь наш. Поэтому, когда мы говорим «Яратам сина Татарстан», у нас у самих сердце горит. На встрече в Луганске говорили о России, о ее многонациональности. Россия – великая страна, 190 национальностей. И татары вторые, как коренной народ, численности которой созидает, работает. И сегодня Республика Татарстан является опорным регионом Российской Федерации. И, конечно, говорили о сохранении родного татарского языка и культуры. Самое главное, чтобы мы не потеряли преемственность татарскую. Мечтали о проведении международного шахтерского сабантуя на Луганской земле. Вы говорили, что когда на земле Донбасса будет мир, мы проведем шахтерский сабантуй. Международный шахтерский сабантуй проведем, да, Лаверса. В подарок от Республики Татарстан и от Всемирного конгресса татар Луганский центр народного творчества получил оргтехнику и татарские национальные костюмы. В этот день активистам татарских общественных объединений в Донецке и в Луганске вручили награды от Всемирного конгресса татар. Но главное не все эти подарки и благодарности, а невероятно теплая атмосфера этих встреч. Впереди большая дорога, и теперь татарам из Донецкой и Луганских народных республик суждено пройти ее вместе со своей страной, с Россией. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, 7 дней.